творчестве ничего легкого нет, скажу однозначно. Путь начинался с 6 лет, с тех пор, когда меня мама моя отдала на музыку. Я учился по классу скрипки с 6 лет. Это мне на самом деле дало огромный толчок в последующем моем развитии творчественном и помогло мне выбрать мой путь в жизни. После музыкальной школы я закончил музучилище имени Чайковского. И так далее. Потом попал на студию. Тогда я уже четко начал понимать, что куда мне, в каком направлении надо двигаться. Без того бы я бы не вырос бы, я бы просто оказался бы в тупике и занимался бы уже другой деятельностью. Несколько проектов. До диджея Бибека я был Играаль, я был Нерусский. Еще, кстати, был проект Ролан де Мирель. Такой своеобразный смэш крымский был у нас на тот момент. Тоже достаточно пользовались популярностью, потому что нас очень часто приглашали на корпоративы, на какие-то значимые мероприятия, на фестивали. Но я чувствовал, что у меня что-то ждет еще уже в дальнейшем. И я, как видите, не ошибся. Настал период, когда я уже повзрослел творчески, и мне стала интересна крымско-татарская музыка. Хотя изначально я к ней так немножко скептически относился, потому что я тогда на тот момент недопонимал, как это сделать ее, как ее преобразовать так, чтобы она была актуальна для людей. Но Аллаху шукур, у меня это получилось с выходом первого альбома «Депортация». Первый альбом мой вышел в 2004 году. С большим тиражом. Писали мне люди из-за границы, из Австралии, и из ближнего зарубежья. Настолько меня это поразило, и я был впечатлен этим. Это меня стимулировало. Потом у меня вышли еще 3 альбома, в совокупности их 4. Пек гузель, пестекяр, аранжировщик. Лакин дабр, пек муим бір меселе бар, он мили çalgı aletlerde çala. Ve bu çalgı aletlerde inkişaf etmek çalışa. Çok sağ ol. Sağ olunuz Cemil ağa ve daha bir kere aytamiz. Sound Producer nominatsiyasında Meydan tarafından verilgen DJ Bebek Галебе Казана. Hayırlı olsun. Машаллах. Сейчас я уже выбрал стилистику этнопоп. Никак иначе, потому что это мне близко, я это чувствую. Я, грубо говоря, можно так сказать, живу этой музыкой. Она во мне. 102 ve 7 FM. Я там работал с самого открытия, нажимал на кнопку запуска, именно первого эфира, чем я очень горжусь. Одним из важных этапов в последнее время является написание музыки к фильму «Кадер Деде». Когда именно ко мне поступило предложение написать, именно озвучивать фильм, для меня это было немножко так смутновато, потому что такого опыта я как и не имел. Но когда есть желание, это многое побеждает на самом деле. Я писал это все 4,5 месяца. Да, 4,5 месяца, это, грубо говоря, бессонных ночей. Около 20 треков было написано именно к этому фильму. Selam aleyküm Hasan ve Feride. Dualarımızı bile. Kadir dede derdinizni bile. Hiç kasvet etmeniz. İnşallah Osman ve Emine'ye yardım ederim.
Я не просто хотел написать музыку, да, чтобы, да, красиво, да, там, я хотел именно вложить в эту музыку философию, глубину и атмосферу той эпохи. Это для меня первый шаг, это для меня большой опыт, это для меня исторический какой-то момент, значимое событие для меня. Я очень горд тем, что я поучаствовал в этом мероприятии, в этом проекте и получил колоссальный опыт. Я очень долго не писал именно для себя, к сожалению. Сотрудничал до последнего времени именно с исполнителями, мне это было интересно. Сейчас я уже хочу порадовать своих слушателей. Я уже принял решение заниматься именно вплотную своим творчеством, потому что мне еще есть что сказать нашим слушателям, и есть что показать, есть чем удивить. У меня есть очень много идей, на которые просто не хватало у меня времени их воплощать.